свободен народ, угнетающий другие народы. Вот то, что сейчас на окраинах села Самашки, простите, висят 30 чеченских детей, повешенные федеральными войсками и с табличкой «Это проснулся русский медведь». Вы что думаете, это пойдет на благо России? Об этом ролик я делала. Было повешено 30 детей на проволоке. Дети дошкольного возраста и чуть младше 10 лет. А вчера или позавчера я делала ролик про военные действия в Абхазии. Там девочку грузинскую повесили, тоже младше 7 лет, дошкольного возраста. Повесили так, что не было видно ее лица. Содрали кожу и замотали над головой. Мне грузины говорят, что Буча, вот это сейчас, она не такая была ёбнутая, где фантазии как бы у вас не хватает. А вот во время абхазских событий там прям было жесть. Там в колодцах лежали люди с отрубленными головами, в футбол играли. В Самашке произошла трагедия. 7 и 8 апреля 1995 года здесь велись тяжелые бои. Затем последовала операция по зачистке села. Достоверно известно о гибели 103 мирных жителей Самашек. Однако, судя по всему, этот список не полон. Правозащитная организация «Мемориал» пытается обратить внимание общественности на произошедшую в этом чеченском селе трагедию. Слушай, у нас здесь кровавая драма разыгралась. Выйти к Министерству обороны или там здесь нет, что практически уничтожают Самашки. Не дают выходить людям, сжигают дома, зачистка называется, так сказать. Вначале они 2 суток молотили. Александрович, хороший депутат. Алло, 6 числа мы, старейшины села Самашки, встретились с заместителем командующим Антонов Юрий Александрович. И на мирным путем хотели решить вопрос, чтобы люди не были уничтожены, мирным путем войти, федеральные войска, чтобы вошли. Договорились, согласились, он потребовал нам сдать 264 стволов орудий. Я Антону говорю, мы сельскохозяйственные работники, мы не сеем и не выращиваем оружие. У нас единственный плуг и трактор, мы понимаем, а оружие нам не нужно. У кого было оружие, этих людей уже нету. Руки запачканы, так пачкайте там, дайте людей вывести, детей, женщин. Он сказал, хорошо, выводите. Мы начали выводить людей. И откуда ни возьмись, пальба нашлась со снайперской. Из-за сопротивления села они особенно, так сказать, наказали эту силу. Это как бы была классика. Когда я получил первые данные о том, что произошло в Семашках, я вспомнил действия российских войск в 19 веке на той же самой территории и в том же самом населении Семашки. Понравилось, не смотрят, поджигают там и всех там. Что дети, что женщины, что мужики, одинаково примерно. Я надеюсь, что меня смотрят чеченцы, те, которые сейчас боятся Кадырова, чтобы они знали, что такое русский, что такое Кадыров, и как их уничтожали. Это даже не первое уничтожение чеченцев. Это же не то, что там в 1994 году вдруг появилось... А про депортацию чеченцев что-то знаете? Про депортацию. Как вас Сталин депортировал. А в 19 году про Кавказскую войну, 50-летнюю. Вчера заходила Адыгея, 100-летняя война. Сколько лет вас уничтожают русские? Как раз в субботу обещал, то есть он сказал, что можно приезжать в любое время. Just want to get in touch with you. Нет. He said, No. because the commander says we're very close. Потом представители Красного Креста, значит, в этой части. Представители Красного Креста что жалуются? Что их не пропускают в Самашки для оказания помощи. Передать человек. Все наши видели улицы. Сказали, дяки сказали. Мы дяки. Отдыхаем.
Все сказал, бросил, дядей тоже убили. Все убили. Я скажу против всех. Гуманитарная помощь нам не надо. Нам дайте оружие, если ваша сила она есть. Мы с ним сами справимся. Нам другого помощи не надо. Нам только оружие дайте. Мы не ходили в Россию воевать, не ходили. Они пришли к нам. Мы пропускали мирные села, и что они говорят, мы видим. Теперь все, кто даже не воевал, будут воевать и будут уничтожать этих собак везде. По утверждениям очевидцев, федералы забрасывали гранатами подвалы домов, в которых прятались люди, убивали детей на глазах у их матерей. Правозащитники также утверждают и о множественных случаях изнасилований. Вчера я тоже, или позавчера, когда делала ролик про абхазцев, про Абхазию, там, значит, был случай, что 300 женщин согнали в помещение, взяли нескольких девочек, увели, изнасиловали групповым образом. Потом привели, вот, конкретно про эту девочку речь, 9 лет, и она упала, ну, то есть она не могла стоять, вот, и женщины кинулись приводить ее в себя, говорит, вода, вода, принесите воду, дайте воды. Подошел русский солдат и стал мочиться девочке на лицо. Вот, хочешь прийти в себя, вот тебе вода. Местные жители уверяют, солдаты, творившие зверство, были либо пьяны, либо находились под воздействием наркотиков. В тех местах, где останавливались федералы, жители находили большое количество использованных шприцов. 8-го началась карательная операция. Двигались по 3 улицам села, и не встречая сопротивления. Федеральные силовые структуры. Теперь мы знаем, что в селе были бойцы Сопринской бригады внутренних войск, Московского и Подмосковного ОМОНов и Оренбургского СОБРа. Они двигались по селу, сжигали дома, убивали людей. Там был ролик, где я делала, что там стояло, по-моему, 5 мужиков, и все были русские. Там типа Кирилл, Гена, Женя. Их тоже русские убили. Есть списки, там нету людей боеспособного возраста. В апреле 95-го года село окружили российские войска. 4 часа Романов обещал, уже начнет штурм села. Без 24 вот первые пушечные залпы на село пошли. Со всех сторон начали обстреливать. Шел обстрел, а потом тысячами зашли сюда и вот вытворяли. Поставили женщин, слушай, поймали их. Это не смело, это тысячи СОБРа зашли в маленькое село Чечни, свободной республики чеченской. Тысячи. И там просто сидели женщины и дети в подвалах. И каждый подвал был закидан гранатами. Есть кто-нибудь? Есть женщины. Гранаты. Есть кто-нибудь? Есть дети. Граната. Есть кто-нибудь? Старики. Гранаты. Сильный СОБР, да? Воюет с мирными жителями, которые не имел ничего, кроме трактора. Вперед БТР сзади идут, а женщин вперед гонят, чтобы их там не стреляли или еще чего. Ну, вот настоящий геноцид. Взяли мирные жители и погнали впереди. Вы говорите, фашисты. Вы что, у фашистов научили или фашистов научили? Нету, наверное, в мире то, что сейчас творят здесь. Вот на той улице, значит, идут все из Хайбаха. Согнали ее туда, заживо сожгли. Какой порядок это россияне нам приносят, а? Они наши дома сожгли, стариков его поубивали, женщин, которые в подвале сидели, бензином облили, всех сожгли. Что это, порядок, разве, а? Это записи свидетельств жителей Самашек о том, кто погиб. Люди все в возрасте 60-65 лет. Парализованный старик один. Постельно больной, погибший, вынесенный из дома и застреленный. Вот это боевики. Парализованного расстреляли. Да, по нашей российской. Руководил штурмом Самашек некий полковник Антонов. Когда несколько месяцев спустя командующий российской группировкой в Чечне генерал Романов подорвался на фугасе и стал инвалидом, многочисленные очевидцы из Самашек опознали в генерале того самого полковника Антонова. Инвалид. Звание героя присвоено. А тот, кто читал книгу Анны Политковской «Вторая чеченская», тот имеет на руках текстуальные свидетельства о пытках, о похищениях, о казнях мирных жителей, которые никогда не брали в руки оружие.